бисероплетением? Зачем? Почему? Так, ну, если начинать сначала, то есть, наверное, любой творческий человек, он начинается не с себя, а уже с родителей, там, с бабушек, с прабабушек. То есть в какой обстановке ты живешь, вот теми ты будешь заниматься, естественно. Не зря же, допустим, дети артистов, они почему-то в артисты идут, потому что они с этим знакомы. И у меня то же самое, мама у меня работала художественным руководителем вот того ансамбля, которым я сейчас руковожу. И, естественно, если фольклорный ансамбль, нужно было обязательно все, что было, и старинные платья, и все, что полагается одевать женщине, нужно было не только одевать то, что есть. Новые люди приходят, им нужно было обязательно тоже шить. И вот она мне тоже, значит, делала головные уборы для девушек тухья, для женщин вот такие вот головные уборы для женщин, именно хушпу. И я все это росла вот в такой обстановке, видела все, естественно, она мне никогда не говорила: доченька, садись, учись. Это я просто смотрела, и вот все это вот вникала туда. И получилось так, что, оказывается, так это заразно. Как начнешь, как вот у нас сегодня пчеловод говорит, если мед начинаешь медом заниматься, уже от этого не уйдешь. Ну, то же самое и здесь тоже. Если начинаешь вышивать, то уже все зародилось. Так, ну вот мне хочется сегодня что показать? Показать, как делается головной убор. Женский головной убор вот такой, или же девичий тухья. Ну, у меня вот здесь вот заготовка есть для тухи. То есть сначала самое первое, что я делаю, я, значит, вяжу вот такую шапочку. Или если женский головной убор, вот здесь вот у меня будет квадратик. Тоже шапочку, значит, вяжу. Ну, здесь у меня, конечно, она не очень плотная, но в основном стараюсь, поэтому она не доделана, потому что не очень плотная. А вообще нужно стараться, конечно, чтобы она плотная была, чтобы как-то твердая была. Не зря вот я сейчас вот здесь вот хочу показать то, что вот раньше делала. Мама мне делала, я ее просто переделала, и вот эта вот заготовка у меня как раз осталась. Видите, она, ее каждый вот этот вот плотно она, видите, тут сделано из тряпочек, каждую тряпочку вот так вот она, видите, пришивала, и она вот такая вот шапочка получилась. Вот это вот именно старинная, я уж не знаю какого года, видать, наверное, точно уж 50 лет точно есть этому, если не больше. Вот. Ну, сейчас мы, конечно, делаем немножко уже попроще. Во-первых, чтобы она была у нас легкой, потому что мы ее одеваем на концертах, на сцену, и желательно, чтобы они у нас были легкие. И делаем, конечно же, уже из современных материалов. Вот раз начала я про хушпу, все-таки я хочу сначала показать, какие они были. Вот это у меня реставрированная уже. Видите, она очень тяжелая, килограмма 3-4 весит. Килограмма 3-4 весит. Подождите. Ага.